Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства с целью привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса. Создание равных возможностей профессионального роста для каждого гражданина, поощрение деловой и общественной инициативы, развитие среднего класса – вот задачи, решаемые благодаря бизнесу. О мерах поддержки предпринимательства в республике мы сегодня поговорим. Гость на студии Георгий Андреев, министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Георгий Петрович, здравствуйте. Приветствую. Во-первых, что называется, с праздником наступающим. Да. Вас и ваших коллег хочу поговорить с самого важного о мерах поддержки участников СВО, которые решили заняться и развивать свой бизнес. Какая работа ведется? Ну, действительно, это очень важный вопрос. У нас очень много возвращаются и кто демобилизовался, да, и кто по ранению. Опять же, мы не только их охватываем, а также охватываем и их членов семей, которые вот еще не демобилизовались, да. Конкретно у нас есть направление по обучению и консультированию, это в центре «Мой бизнес». По этой линии у нас уже прошло за 25 год 130 участников и членов их семей. А в этом году уже прошло больше 60 членов семей и участников. Они получили полноценную подготовку, консультирование по своим вопросам и получили право получить льготный займ в нашем фонде, Фонд развития предпринимательства. Специально у нас есть уникальный продукт российского стандарта, да, качества, которого в других уже еще нету в регионах. Это займы для участников СВО и их семей под 1%. То есть это очень серьезный шаг. А есть ли вот какая-то статистика? Те ребята, бойцы СВО, которые возвращаются, собственно, в гражданскую жизнь, их родные, какой бизнес они выбирают для себя, какое направление? Ну, так как в основном это у нас, получается, наши все земляки, да, как правило, они все очень хорошие ремесленники. Да? Я вот знаю, что кто-то открыл автосервис, кто-то открыл кузнечную, кто-то делает хомусы, да? Кто-то, может быть, и до этого пытался это делать, но сейчас у него появились возможность консультирования, доступ к средствам, серьезным средствам, да, чтобы купить какое-то серьезное оборудование. Вот один из победителей нашего конкурса среди участников СВО по линии «Центр «Мой бизнес» это вот у нас Владислав, он кожевенник. Ух ты! Да, начал делать ремни, сумки, и такую кожаную. То есть для нас это тоже новая отрасль, которая массово стала возвращаться. Конечно, она была там, по каким-то причинам она вот затухла. Сейчас это новая для нас, новый всплеск. Это какое-то же даже отчасти дело наших предков. Конечно, да. Но опять же тоже мы когда консультируемся, не хотелось бы, чтобы они ушли в стандартное кожевенное дело, а чтобы был синергетический эффект, допустим, с нашими кузнецами. Да? Чтобы, допустим, не просто ремень, а вот ремень с такой здоровой металлической бляхой, с якутскими орнаментами. Да. Вот. У этого уже высокая добавленная стоимость. Так как простой ремень кожаный можно купить за более низкие цены. Да. Если говорить еще о тех займах, которые сегодня предоставляются, вот каковы условия тех самых микрозаймов по продуктам, например, старт для начинающих, бизнес, креативная индустрия? Я, насколько понимаю, все они даются Фондом развития предпринимательства. Да, совершенно верно. Это один из наших главных крейсеров помощи нашим якутским предпринимателям. Вообще, практически ежегодно фонд помогает больше 300 предпринимателям. Как правило, средний срок – это 3 года. И в 2025 году было выдано помощи, займов где-то в размере 1 миллиарда 100 миллионов. 1 миллиарда 100 миллионов. Вот эта сумма примерно каждый год плюс-минус одинаковая. Да? Общее количество пользователей за все время это было около 5000 организаций. Все бренды, которые вы знаете, на слуху, которые успешны, они все пользуются услугами этого фонда. Буквально вот практически, я даже пытался найти, которые не пользуются этой помощью. Это же хорошо. Да, конечно, хорошо. Да. То есть это означает, что есть синхронизация между бизнесом и институтами поддержки от государства.
По поводу процентов вы сказали. Действительно, проценты, вот я как сказал, от 1%, да, там могут, от 1% у нас стартует также программа для предпринимателей, которые пострадали от ЧС, да. Это вот очень вот актуально было в прошлом году, когда вот начались у нас в арктической зоне, в Аймеконе были потопы, да. У нас воспользовалось несколько предпринимателей этой помощью, которая, была там, где нужно и вовремя. А также действительно есть по разным направлениям до 12%, да, там 4-7%, но это все зависит от того, как долго работает предприниматель и чем он занимается. Из самого нового у нас это займ для креативных индустрий, 7%, да, таких займов нигде тоже нету. Из прикладных вещей скажу, что этим займом сейчас интересуются киношники наши, да, наши уважаемые киноиндустрии, хотят, получив эту сумму, под залог своего креатива, да, под залог, допустим, сценария, да, или уже готового фильма, получить дополнительные средства и, допустим, его переозвучить на какой-то другой язык. Я сейчас как бы все карты раскрывать не буду, да, это, да, но вот есть уже такие у нас заявки, и наша киноиндустрия с помощью, опять же, Фонда развития предпринимательства выйдет на другие кинорынки. Это вот, я насколько понимаю, займ для киноиндустрии в первую очередь для того, чтобы экспортировать его на другой рынок. Совершенно верно. А можно ли за счет этого займа создать это кино? Ну, потому что это все-таки не 5 рублей стоит создание фильма. Согласен, да. Я просто не понимаю, как это будет потом отбиваться обратно. Это же игра вообще очень в долгую. Ты можешь снять фильм сегодня, а выпустить его в 2029. Да, над этим надо поработать. Но конкретно сейчас под этот продукт у нас зарезервированы средства под один займ, это в размере 2 миллионов рублей. Мы еще с вами не обсудили гарантийный фонд республики. Какую поддержку предоставляет он, каков максимальный размер поручительства? Значит, ранее, в прошлом году, услуги гарантийной организации предоставлял также Фонд развития предпринимательства. В этом году мы выделили в соответствии с федеральным законодательством гарантийные услуги в отдельную организацию, которая называется Гарантийный фонд Республики Саха-Якутия. Если в прошлом году этими услугами воспользовалась 61 организация, и они смогли привлечь под гарантии нашего, этого гарантийного направления около 2 миллиардов рублей. В этом году сумма, возможно, даже будет больше. Ух ты! То есть это тоже очень эффективный инструмент, и то количество, о котором я сказал, более 60 организаций, да, значит, тоже означает, что крупные подрядчики, строители, застройщики знают, где брать деньги. Георгий Петрович, давайте поговорим о тех, о ком мы сегодня речь ведем, о предпринимателях нашей республики. Мы практически производим, наверное, сложно найти, точнее, продукт, который наши предприниматели не делают. У нас одежда и продукты, понятное дело, и тяжелая промышленность, и легкая промышленность есть. Вот каков он, современный предприниматель? Кто это, мужчина, женщина, сколько лет? Да, хороший вопрос, но вы отчасти на него уже ответили, да? Действительно, вот за последние 20-30 лет очень сильно поменялся портрет нашего предпринимателя. Если ранее считалось, что предпринимательство — это в основном только торговля, то сейчас абсолютно перевернулся портрет, да, вот вы сейчас только что обсуждали и креативную отрасль, да, но нужно признать, что строительство, торговля и транспорт — это все равно больше половины нашего валового продукта, но 49 — это уже новые направления, как вы сами сейчас сказали, это и креативные, да, и какие-то новые направления, да, в том числе, и, как мы сейчас обсуждали, и кино, IT. Искусственный интеллект то же самое, да. Но это эти тренды все растут. Я думаю, что их участие в общем слепке нашей экономики будет с каждым годом увеличиваться. Тем более растет инфраструктура, растет качество наших дорог, да, и опять же очень сильно влияет на это все качество связи. Да? Вы знаете, что в ближайшие 3 года будет построено дополнительно более 7000 километров волоконно-оптических линий связи. Да? Это тоже очень сильно повлияет
на всю экономику. Георгий Петрович, ну не могу не поговорить о плохом, о ценах на наши товары, точнее не о плохом, а чуть более серьезно. Я понимаю, конечно, что у нас производство разместить в республике это очень-очень сложно, потому что нет, условно, тканей, машинок, заводов, рабочей силы достаточно для того, чтобы выходить на те мощности, которые нужно предпринимателю. Вот условно, есть у нас прекрасная торговая марка, не буду говорить по закону о рекламе, не могу произносить, но стоит там обычная футболка 6 тысяч рублей. Люблю безумно республику, не хочу 6 тысяч рублей за футболку платить, какой бы она ни была. Как-то с предпринимателями работа ведется, чтобы вот эти цены регулировать? Ну, вот вы сейчас сказали о моде, да, конкретно о какой-то об одеждах, футболке, да. о каком-то бренде, Об да. одежде. Но смотрите, у вас же есть выбор купить и там, скажем, за 200 рублей футболку? Есть абсолютно. Да. То есть, смотрите, и вы говорите о том, что у нас сформировалась вот креативная индустрия в такой части, как мода. Да? В том числе. Да, вот если говорить о какой-то высокой моде, о каких-то высоких продуктах, да, то там цена каких-то конкретных аксессуаров, да, деталей одежды практически не ограничена. Очень, вот, к слову было бы сказать, сейчас у нас уже в Якутии зарегистрировано больше 100 брендов легкой промышленности. И очень многие из них уже представлены не только на базовых маркетплейсах, да, ну, которые вот первый и второй, да, наверное, тоже название. Фиолетовый и синий, да? Фиолетовые и синие, да. Но и другие есть узкоспециализированные маркетплейсы, причем даже не просто даже, скажем, российские или вот с Евразией, да, а вообще международные. Уже и на мир вышли. Мы сделали совсем недавно одну большую коллаборацию уже с российским крупным брендом. Вот, к слову, пока вы затронули Да, я эту новость маркетплейсы, знаю. да, я хочу спросить, как сотрудничество местных производителей развивается с маркетплейсами? Выходим ли мы на рынки, учитывая о том, что мы заключили большие соглашения на Восточном экономическом форуме прошлого года? Да, работа идет планово. Очень много наших крупных брендов уже там участвуют, да. Есть на вот этих маркетплейсах уже и витрины, так называемые, региональные. Видел на одной. Да, сделаны в Якутии. Там представлены, ну, в основном это ювелирка, ну, какие-то продукты ремесленного производства, которые требуют, опять же, мы очень строго следим за словом «якутский нож». Вы знаете, что оно запатентовано, и мы жестко отсекаем как бы возможность продажи под нашим брендом каких-то других производителей, да, ну, как бы разных производителей, да, и эту нашу чуткость уже и сами маркетплейсы знают, да, и сами уже даже на моменте регистрации каких-то заявок уже отсекают запатентованные республикой тезисы. Но проскальзывают там, да, но, скажем, над этим работаем. Ну, еще впереди работы очень много, я уверен, что будет она более чем успешной. Якутские товары выйдут еще большим количеством на всех маркетплейсах, я уверен, и мир мы тоже завоюем. Главное, что усилия и предприимчивость наших уважаемых предпринимателей. Георгий Петрович, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Все, зовите еще. Это было актуальное интервью. До встречи.